Смотри, какой такие прикольные. Это птицы. А они на батарейках или радиоуправляемые? Да, конечно же, они живые, сынок. Живые? А какой от них прок? Пусть себе летят. Наш мир прекрасен и без них. Посмотри вокруг. Ракеты, самолеты, прогресс. Вот что делает человека по-настоящему счастливым. Все течет, все изменяется, меняется и представление о человеческом счастье. Не понимаю, разве это не счастье? Разве счастье — это невозможно жить, осязать, чувствовать наконец? Кстати, правительство увеличило запасы объема воздуха в этом году. Запасы объемов воздуха, солнечной энергии, воды. Раньше мы и не могли представить, что будем ограничены в таких простых вещах. Сын, ты стал совсем взрослым. Я должен рассказать тебе о нашей земле. For the ladies. Don't be scared now. So yeah, get your ass in the Jeep. Better grab a seat. You could be my muse.
'cause you could be my muse. Yeah. You could be my muse. You could be my muse. Mama always told me not to need a man. The one thing I should know is that I have the upper hand. And if I do indulge in showing him my plans, the one thing he should know is I can also wear the pants with my fucking heels on, looking like a real strong woman. Any daddy would be proud to say I'm here. You just stepped into the kill zone. I just keep it real, have you calling me a daddy? I just tell it like it is, and I think it's funny 'cause men try to be something they can never be. 'Cause as women are a totally different pedigree. You won't believe how I can be, but you may see, 'cause you could be my muse. Yeah, alright. You can be my muse. You can be my Ну куда мы отправимся, отец? Мне нравится наш современный мир. Ты так говоришь, потому что не видел другого. Но я получил хорошее образование по всем наукам. Я знаю все. Знаешь, за 100 лет в нашем мире произошли кардинальные изменения. Мы полетим с тобой в прошлое, я покажу тебе, каким прекрасным был наш мир. Ты готов? Да, я готов. Тогда поехали. Ого, что это за место? Как прекрасно. И почему так тепло вот здесь? Это необычное место на планете, и у каждого оно свое. Подожди, у каждого есть место на этой планете? Конечно, это место, где человек вырос и родился. Это его родина. Родина. А где моя родина, отец? К сожалению, сын, ты родился в другой среде, но ты можешь считать мою родину своей.
Царица Акбара уже 3 сутки не могла найти своих волчат. Влекомой неутихающей материнской тоской, не умирающей надеждой, она обошла все кошары и все стойла, но так и не нашла своих утраченных волчат. И вот она стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что этот детеныш такой же, как любой из ее волчат, только человеческий. И когда малыш потянулся к ней, чтобы погладить добрую собаку, изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке. Обнял ее, потом резко соскочил и позвал ее за собой. «Пойдем, пойдем!» — кричал он ей, заливаясь счастливым смехом. Но Акбара не решалась идти дальше. Она знала, что там люди. Она смотрела на него. Как отрадно было, подумалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, она ухватилась за ворот курточки и резким движением перекинула на загривок. Таким манером волки утаскивают из стада ягнят. Соседка, услышавшая крик ребенка, побежала к дверям Бастона. «Скорее, скорее! Волк! Девчонку тащит!» Бастон, не помня себя, сорвался с ружья и выбежал из дома. «Вон! Вон волчица его тащит!» — кричала соседка. Но Бастон уже сам видел. «Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю!» — закричал во весь голос Бастон. Волчица испугалась. Побежала быстрее. Бастон за ней. «Оставь, Акбара! Оставь нам нашего сына! Никогда я больше не трону твоего рода! Прошу тебя, Акбара!» Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом не значат ничего. «Стреляй! Стреляй быстрее!» — кричал Гюльмкан, забыв, что он не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша. Крики погони лишь взбудоражили Акбару, распалили в ней волчий инстинкт, и она решила не упускать своей добычи. И даже когда позади прогремел очередной выстрел, и пуля просвистела у нее над головой, она решила не упускать своей добычи. Она все ближе подходила к каменным завалам, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бастон пришел в отчаяние. Что делать? Как спасти ребенка? За что такое чудовищное наказание? Оставь, Акбара! Прошу тебя, Акбара! Оставь нам нашего сына!» Каменные завалы уже были близко. В патроннике оставалось всего лишь 2 патрона. И он решился выстрелить по волчице. Резким движением он припал на колено, стал целиться. Грудь ходила ходуном, руки тряслись. Он метил по ногам, только по ногам. Выстрелил. Мимо, пуля прошла по низу. Перезарядил ружье. И снова выстрелил, и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок. Побежал к ним. Ему казалось, что он бежит так медленно и так долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве. И вот он побежал к волчице. Замер в немом крике. Волчица была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш. И мир, утративший звуки, безмольствовал. Он исчез, его не стало. На его месте остался только бушующий огненный мрак. Он медленно опустился, чтобы поднять сына, залитого алой кровью. Прижал его к груди, попятившись назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Он поплелся домой, ничего не слыша вокруг. Но вдруг, словно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось. И, подняв взгляд к небу, он страшно закричал: «За что? За что ты меня покарал?» Дома он уложил тело сына в кроватку, уже приготовленную к предстоящей погрузке.
Знаешь, сын, раньше в нашем мире было намного больше красок. На нашей планете проживало около 6000 разных народов и национальностей. И у каждого из них была своя большая культура. Странно. Но почему сейчас мы одинаково одеваемся, одинаково мыслим, живем по одним законам и даже в одном государстве? Все, что случилось с Землей за последние 100 лет, результат технологического прогресса. Я когда-нибудь расскажу тебе об этом, а пока смотри, каким прекрасным был наш мир.
улыбайся. Мы с тобой возьмем мешок с песком побольше, чтобы дольше быть поближе к метеору. Мы с тобой возьмем мешок с песком побольше, бросим их на пляжи южных берегов. На-на-на-на-на-на-на-на. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проходим это лето. На-на-на-на-на-на-на. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проходим это лето. Ого, как много воды! И что, папа, она никем не охранялась? Да, раньше нашу землю украшали прекрасные реки, чистые озера. Морской океан был местом обитания прекрасных растений, животных и рыб. Ученые даже всецело не успели исследовать морское дно. Ага, ты еще скажи, что вода падала с неба. Как же мне жалко, сын, что ты никогда не сможешь вздохнуть полной грудью ароматом скошенной травы, свежих цветов, не сможешь искупаться в чистой воде и даже побегать под дождем. Побегать под дождем? Так это же вредно. Кислотные дожди, вот что вредно, а природа — это всегда благо для человека.
Над водой туман расстилается, стынет авто, снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь наша непрекаянная любовь, раненый зверь. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет намыкать поровну мне и тебе. Все, что не склевали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего и с окриком с вас, сердцем богача, с умою нищего, плюхнуться в грязь. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Выпиши до дна, и пусть преследуют горе и мрак. Только жизнь одна, и помнить следует рядом овраг. А понад водою туман расстилается, стынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. The mountain below. Keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. People dream, but they forget.
все головоломки моих снов про тебя. Красной нитью на запястье наш роман. 7 заветных узелков на счастье мой талисман. Стою с твоим рукам, снова и снова, как перегонка. Лететь на твой огонь готова, если твое сердце океан, то стану солнцем, жарким солнцем. Все тепло там твоим волнам, я стану солнцем для тебя. Я никому тебя не опущу с дыханием ветра, далеких и чужих берегах. Я ставлю небо цвета твоих глаз, серый. Прерывай мое дыхание своим в темноте. Стою с твоим рукам, снова и снова, как перегонка. Лететь на твой огонь готова, если твое сердце океан, я стану солнцем, жарким солнцем. Все тепло там твоим волнам, я стану солнцем для тебя. Я никому тебя не опущу с дыханием ветра, далеких и чужих берегах. Там нет цвета, это больше самых главных слов, твой взгляд. Даже не верится, что все в нашем мире, пап, было так прекрасно. Но что же произошло? Знаешь, сын, после того, как люди возомнили себя покорителями природы, все изменилось. Технологический прогресс, развитие промышленности, и что в итоге? Загрязненные реки, леса, моря. И теперь мы имеем то, что имеем. In love with myself, in love with my own reflection, with my own infection. As the visual that I see is nobody else. I'm taking my own direction. I can see perfection. Do it all I can for me. In love with myself. 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 I can take you to hell. I'm falling so deep inside it, and I just can't hide it. Feeling burning down on me. I dance with myself.
waiting. Going streets get quickly, and the lights are turning me. Tonight I'm gonna need somebody. After all these times we've got, I'm still living. Tonight I'm gonna need somebody. After all these times we've got, I'm still living. I'm talking to heaven, in love with myself. Гильзу надо в этот костюм одеть дальше. Ну что ж, сын, наше путешествие заканчивается, нам пора домой. Пап, но я больше не хочу жить в нашем современном мире. Я не думал, что прогресс так пагубно влияет на наше будущее. На наше будущее влияет не прогресс, а люди. И что, мы не можем ничего изменить? Можем, если прямо сейчас не начнем спасать нашу планету. Простое счастье близко, ты только приглядись, волны качай калипсо. И солнце улыбнись, он человек июнь, назови его хиппи, но городская угрюмость здесь непременно пойдет на дно. Или как-то мы все равно как думал, когда создавал это все. Солнце мое вино, наливай его пьяно, я начинаю жить весной. А вот он я, настал мой час,
настал мой день. И воля моя в полный рост стоять, в полный голос петь на всю планету Земля. Планету Земля. На всю планету Земля. На всю планету Земля. Земля. На всю планету Земля. Мы благодарим вас за внимание. А теперь разрешите пригласить на эту сцену 13-кратную паралимпийскую чемпионку, 18-кратную чемпионку мира, 43-кратную чемпионку Европы по легкой атлетике, вице-президента Паралимпийского комитета России, депутата Государственной Думы Российской Федерации Баталову Риму Акбердиновну. Уважаемый Рустем Ринатович, уважаемые наставники, уважаемые преподаватели и дорогие студенты, сегодня действительно праздник. Вы знаете, вот я очень благодарна, что попала сегодня в ваш праздник. После такого трудного дня у нас проходят здесь региональные недели сегодня уже заканчивается. И знаете, вот такой приятный сюрприз. Я действительно сидела и отдыхала. И, конечно, смотрела на вашего директора, как он болел за каждый номер, за каждого из вас, ребята. Он каждый из вас выступал. Это было действительно приятно. Но я хочу сказать вам, ребята, дорогие, вы знаете, у каждого человека свой пьедестал. Пьедестал есть не только в спорте, также есть в каждой сфере. И у вас, я думаю, что все впереди. Каждый из вас выходящий – это талант. Не теряйте свой талант, дерзайте, идите вперед и только вперед. Это такой девиз, с таким девизом я всегда живу, с таким девизом я всегда выигрывала на международных аренах, представляла свою Россию, более 30 лет поднимался флаг моей России. Будьте всегда, любите свою родину, это прежде всего, это ваше будущее. Будущее за вами, вперед и только вперед! Конечно же, слова искренней благодарности, как представитель Государственной Думы, приветственное слово. Это передаем вам. Рустем Иванович, пожалуйста, поднимитесь на эту сцену.
уважаемая Рима Акбердиновна. Мне посчастливилось поработать с Римой Акбердиновной во время ее предвыборной кампании. Я могу сказать, что это настоящий лидер. И если взять многих депутатов Государственной Думы, которые сегодня и республику представляют, и там работают, то это настоящий депутат, это настоящий чемпион, это настоящий лидер. Спасибо вам за вашу поддержку и за то, что вы поддержали нас, наш институт. Спасибо вам. Ну что, кто будет сомневаться, что это гран-при? Это гран-при, с чем я вас поздравляю, коллеги. И я, знаете, я уже 6-й раз поднимаюсь на эту сцену и могу сказать одно. За 6 лет я стал волком. И надо делать так, чтобы никто не противоречил и не убеждал в том, что это не гран-при. Поэтому, ребят, я знаю, что мы все лучший институт экономики, финансов и бизнеса. Это лидер Башкирского государственного университета. Ура! Я сильно переживал относительно того, как состоится эта студенческая весна, поскольку эта весна впервые проходит без профессионала, без Венеры Нажиповны. Коллеги, я безумно рад, что Альфире Фарвазовне Каюмовой, заместителю директора по воспитательной работе, удалось сохранить этот пыл ребят, увидеть их творческие начала и сделать нас снова победителями. Спасибо вам, Альфира Фарвазовна, этот букет вам. Сколько у нас букетов? Да, уважаемые друзья, уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, а есть человек, который поднимался на эту, я 6 раз, но есть человек, который 7 раз был на этой сцене и прославлял наш институт. И, к сожалению, сегодня следует констатировать, что это последняя студенческая весна для нашей мегазвезды нашего института Элины Хазиповой. У нее много наград, но еще одна копилка. Спасибо вам, Элина. Будьте успешны. Будет несправедливо, если на эту сцену не выйдет человек, который организовывал эту студенческую весну. Поскольку вы знаете, что я с января месяца нахожусь в отпуске, вот такие у нас отпуски у преподавателей, и фактически только по телефону контролировал, как идет ход подготовки к этой весне, ну и внес определенную лепту в том, что эта весна состоялась в лучшем зале Конгресс-холла нашей республики, Конгресс-холле. Выпускник нашего института присутствует здесь, и он является директором Конгресс-холла, чем мы вас поздравляем. Спасибо вам. Так вот, на сцену я приглашаю исполняющего обязанности директора Института экономики, финансов и бизнеса Азат Вазировича Ергирова для поздравления наших активных ребят. Давайте. Азатович, вы выручайте, я буду зачитывать наших любимых студентов-активистов. Значит, есть те, кто, к сожалению, завершает 4-й курс, заканчивает магистратуру, и нам очень хотелось бы отметить этих ребят и поздравить, сказать огромные слова благодарности за то, что они делают для нашего института, прославляют его. Это Самойлова Вероника.
Это Зардаков Далер. Данченко Дарья. Я хочу пригласить на эту сцену Абрамяна Гора. Также грамотой награждается Ахметвалеева Ольга. Как же они выросли за 4 года? Мельник Мария. Сафина Алиса. Еще одна звезда, которая к нам поступает в магистратуру, это Тафитова Елена. Хайбуллина Дильбар. Самая веселая девушка института Антонова Вероника. И Мельниченко Виктория. Ну и сейчас, наверное, самый грустный для меня период, которого я не хотел, чтобы он наступал. Но, уважаемые ребята, у меня заканчивается в апреле месяце контракт, заключенный с университетом. И я хотел бы сказать, что я ухожу и сказать большое вам спасибо за то, что сделали наш институт самым лучшим институтом нашего университета. Сегодня Институт экономики – это лидер в университете. По множеству рейтингов он занимает лидирующие позиции. Мы лучшие в спорте, мы лучшие в культурно-массовой деятельности. Надо сказать, что в это время мы открыли первую в республике программу двойного диплома с китайским университетом. Это для меня большая гордость. И в конце концов экономический факультет получил статус института. Я думаю, что эти успехи не были бы возможны без квалифицированного профессорского преподавательского состава, а сегодня у нас 20 докторов экономических наук трудятся в нашем институте, и я с уверенностью и с гордостью могу сказать, что сегодня наш институт лидер в республике по экономическому образованию. Уважаемые друзья, спасибо вам за это. Я хочу обратиться сейчас к студентам. Будьте успешны, будьте счастливы, любите наш дорогой и самый лучший институт экономики, финансов и бизнеса. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание.